baby. Hit it. В последнее время, когда знакомлюсь с людьми, с разными, мне трудно рассказать про себя. Меня зовут Яна, я родилась в Чорапче, жила там 2 года, потом переехали с семьей в Хандыгу, в Тампонский район. Я закончила школу в Рыли, в Якутске, училась 5 лет в университете. Сейчас я работаю и часто живу в Москве. Я руководитель образовательных проектов. Вот, наверное, в целом как-то так. Получается, я уехала из Якутска, когда я поняла, что вообще иду не туда. У меня был просто отпуск в Италии, месяц я там волонтерила и увидела совершенно другую жизнь и не понимала, как мне в нее туда попасть. И это была какая-то очень большая пропасть, прям какая-то, мне казалось, что это какой-то, не знаю, квантовый скачок нереальный какой-то. Я не знаю, там настолько отличается менталитет человека, тот образ жизни, который они ведут. Вот, допустим, хозяин, да, который он поехал, хоста, Жузеппе его зовут, он живет в деревушке, купил большой дом, часть он ремонтировал, чтобы сдавать в жилье, в аренду точнее, и очень много путешествовал, раза 3-4 раза в год. Он постоянно к себе приглашал волонтеров, прям круглогодично. Когда уезжает, он оставляет дом по обмену кому-нибудь. И он считается ненормальным даже для... Ну, не даже, Италия, она довольно консервативная. Он говорит, я здесь абсолютно ненормальный. Вот. И просто он может спокойно поехать в Канаду, в Австралию, в Америку. Просто, знаешь, вот так. То есть при этом он еще работал, знаешь, учителем в школе виноделия. Помимо этого он подрезал деревья разные, и еще рубил дрова. И вот во всем этом я ему помогала. Даже в школу я ходила туда, на урок английского, рассказывала про Якутию, на которой замерзают реки, и по ним зимой ездят машины. Он такие, что? Машины по льду, по реке, как такое возможно? Я говорю, вот холодно очень так, настолько замерзает. Так, возвращаясь к Москве. Получается, я уехала в этот отпуск, и я поняла, что все не туда, и уехала учить язык детям английский. Это было единственное желание, которое у меня осталось, свое прям. Я уехала в Индонезию на полгода, и я думала, что вот я там поеду, и у меня там случится что-то неведомое, какое-то чудо, потому что это другой конец земли, и я все пойму в этой жизни, куда мне нужно идти. Но когда закончился этот срок, который сама себе дала, я вообще не знала, куда идти, где жить, кем работать, и у меня было очень много вопросов, и ни одного ответа. Был очень такой непростой период. Я приехала к сестре в Новосибирск, пожила у нее 2 месяца, по-моему, перед Новым годом вернулась. И поняла, что в Новосибирске я тоже не хочу оставаться. В Якутске я сказала, все, это голова пройдена. И, получается, оставалась Москва. Как вообще произошел твой переезд? Расскажи. Это вообще было... У меня пришел отклик с HeadHunter. Они даже мне позвонили. И я помню, мы смотрели фильм, который в том году получил Оскара. Поднимают трубку, они говорят, Яна, здравствуйте, там ла-ла-ла. Приходите к нам на собеседование. Я говорю, да, когда? Это был понедельник вечер. Они говорят, в среду в час вас устроит? Я такая, да. И все, я легла спать. Сестре сказала, что мне в среду надо будет на собеседование. Проснулась утром, одолжила 10 тысяч у сестры, 10 тысяч у другой подруги. Купила билет на них, по-моему, 6 тысяч это стоило. И, я так понимаю, собеседование прошло удачно. Нет. Нет? Я такую ставку большую на них сделала. Я пришла на собеседование. А что за компания? Это была iLove или что-то такое. IT-компания, которая занимается рекламой, диджитал, все рекламой. И им нужен был проектный менеджер. И я как раз
не в школе, в университете занималась вот этими вот проектами и понимала, что это такое. Вот, я приехала на собеседование, эта девочка HR мне очень понравилась, и я посмотрела, какие люди там входят, и само помещение, атмосфера, я такая думала, все, меня возьмут, и как-то расслабилась и стала меньше искать, а в Москве обычно практика, что 2 недели надо ждать, пока не отсмотрят весь поток кандидатов. И потом через 2 недели они мне такие говорят, ну, извините, мы вас не берем. Я такая, как это? Что? Да, как это вообще произошло? Но потом я еще искала недели 2. Как ты справилась с этим отказом? Но у меня потому что не было ничего, понимаешь? Я могла идти только вперед, назад я не могла идти. И мне еще очень повезло, мне в это время там жила подруга, ее зовут Яра. И она была студенткой, снимала комнату. Я с ней вместе там жила. Мы там спали валетом, готовили очень много, она тогда тренировалась, и мы там питались, ну, там прям правильно по ПП, как надо. Жили в этом Красноомск, нет, Красногорск, это от Тушина еще идти, да. либо Микинина. И у меня был период какой-то депрессии такой, неверия, ну, потому что тяжело, меня не поддерживали родители. Ну, мама тяжело это все переживала, и мне от этого тоже не легче было. Но я продолжала, и еще это как-то... В общем, это очень случайно как-то получилось, я отправила вакансию, потому что понимала, что сегодня надо что-то сделать, какое-то действие, чтобы меня приблизило так, к тому, что я найду работу. И потом я внутренне решила, что вот, не знаю, конец марта я должна выйти вот, по-любому на работу, хоть в Макдональдс. И Starbucks сказала, хоть в Starbucks. И так получилось, что 28 марта все, мне сказали, вот, в понедельник там вводная беседа. Да, мама еще смеялись, такие, вводные, это значит, что-то вводит, значит, меня взяли. Вот так вот. И 27 марта начала работать в этой компании, которая сейчас работает, Skyeng, онлайн-школа английского языка. Да. Которая прежде всего IT-компания, а потом уже английский язык. Да, я вообще наслышана про Skyeng, это очень, Skyeng, да. да, очень крутая, уважаемая компания. Ну, да. Да, расскажи Старается, ты про нее, да. Сейчас эта школа считается крупнейшей в Восточной Европе по количеству учеников и учителей. Там уже больше 2000 учителей, и эта цифра только продолжает расти. Моя обязанность — это собирать контент команды. То есть есть много разных продуктов, и для этих продуктов нужен контент. И я вот недавно, у меня вышел новый менеджер, контент-продюсер мы называем их, и она говорит, мне в голове вообще не укладывается, почему вы курсы, образовательные программы называете контентом, потому что так сложилось, что мы IT-компании, у продуктов и есть, соответственно, контент. И моя задача вот выстраивать все эти процессы, чтобы на выходе получался стандартизованный продукт, контент-продукт. И тут получается не только часть айтишная, но и образовательная очень сильно, онлайн-образование. Вот. Я провожу собеседование, в основном я нанимаю ребят, которые мы называем контент-продюсеры, которые берут конкретное направление и продумывают все это, стратегию. Мы стараемся всегда нанимать тех, кто уже это делал или имеет сильно схожий опыт. Но я вот отсмотрела человек, наверное, 100 уже, и прям готовых специалистов на этом рынке нет. Это не просто нужно обучать. найти, да. И это больше скорее про накопленный опыт, но он, конечно, важен, но и про soft skills какие-то больше важнее, про вот mindset. Что такое mindset? Кто как человек думает, насколько он разделяет ценности, которые у нас есть в компании. У нас очень сильно ценят свободу в разных проявлениях, в том, что ты делаешь, в том, что ты можешь перемещаться. Вот работа онлайн, допустим, я сейчас в Сочи, второй месяц у него пошел, и меня руководитель пускает. Говорит, пока задача твоя делается, нормально, можешь ездить. Для меня это и есть работа мечты, но как я думала. Потому что когда ты там видишь картинку, ты всегда какие-то, то есть видишь ее часть, как, не знаю, то, что видно у айсберга над водой, ты вот это видишь. То, что там вот огромную глыбу, ты познаешь только на опыте. Работа интересная, очень необычная. Я считаю, что мне повезло, но и компании со мной тоже повезло. Но тут надо очень много работать. Яна привела меня в индийское кафе, вегетарианское, вот, и мы сейчас будем
Какие-то разные индийские сладости. И вкусняшки. Я просто сладкое всегда ем вначале. Яна, расскажи, пожалуйста, о том, как ты здесь живешь. Я в Сочи приехала второй раз. Первый раз была в конце ноября, в декабре, почему на месяц провела. Потом уехала на месяц и вернулась сейчас, ну, тоже, скорее всего, на месяц, на два. Вернулась, потому что очень понравилось. Это место, оно какое-то совершенно с необычной атмосферой. И вот, ну, где ездила, я понимаю, что это какое-то уникальное, специфичное место. У меня был такой один вопрос, почему я раньше не приехала в Сочи, где была моя голова. Плюсы и минусы. Плюсы здесь, курортный город, легко найти жилье. Жилье дешевле, чем в Москве. Если в Москве это больно достаточно найти то, что тебе нравится, там кучу нюансов, тут этот вопрос решается в разы легче, дешевле. Еще из плюсов тут море рядом, прям в шаговой доступности. Достаточно интересно развитые общепиты, кофейни и рестораны. Вот как это кафе, например. Да, вот как вот это кафе, в котором Любимое? одно из моих любимых, часто прихожу сюда преимущественно ужинать. Что еще из плюсов? Тут рядом горы. Да, и ты вчера буквально каталась, да? Да, вчера я каталась второй раз в своей жизни с инструктором. Каталась 5 часов, спустилась 4 раза, и мой какой-то личный рекорд. И кажется, чтобы встать, ну, на доску, спуститься на заднем канте, то есть лицом вперед, достаточно одного занятия. Для меня это было каким-то открытием. Вот. И получается, в Сочи очень классный плюс то, что если ты любишь какие-то активные разные виды отдыха, то это можно делать круглогодично на яхте, на кайте, на купить себе самокат, что я собираюсь сделать, летом на велосипедах кататься. Причем это не просто ты взял, да, сел и поехал, да, хотя это тоже можно очень легко сделать. Вспомните якутские бордюры, просто у меня там был велосипед горный, это просто не просто иметь в Якутии велосипед. А тут есть даже специальные, оказывается, велопарки, в которых есть разные сложности трассы. Вот, не знаю, лыжи, параплан можно прыгнуть здесь. Ну, очень классно. Я вчера как раз смотрела свой список того, что хочется сделать в жизни, и я поняла, что четверть это можно сделать здесь. Допустим, вот мы с тобой сегодня шли и узнали, что можно в 12 выехать и увидеть дельфинов, а может даже с ним поплавать, если ты рискнешь. Работа, онлайн-работа. Плюс в том, что ты сам себе хозяин, и это в том же минус. Потому что реальность, она всегда отличается от того, что ты в голове подумал. И это определенная ответственность на тебе, контролировать себя. Контролировать себя, вот есть две крайности. Либо ты не можешь сосредоточиться на работе, отвлекаешься на что-то, да, внутри. А у меня другая крайность, когда я не могу остановиться и, не знаю, ты можешь проработать весь день, и когда это происходит несколько дней подряд, ты понимаешь, что ты уже перегорел, устал, и это плохо, как бы, не есть хорошо. Вот, еще из минусов жизни здесь, тут очень разный контингент людей. Ну, то есть, если ты встретишь не таких людей, каких-то, ну, не знаю, которые вот привыкли к легкому заработку, на тех людей, которые быстро приезжают и уезжают, ну, тебе может остаться неприятный осадок. Допустим, тут очень избалованные московским сервисом люди могут получить такой культурный шок. Да, Как потому я что сегодня в автобусе. это у тебя еще в мягкой форме было. На меня просто кричали, представляешь? Я бы зашла за 10 минут до открытия магазина, у них самих дверь была открыта, возле банкомата, который стоял, возле двери стоял мужчина, снимал деньги, а мне, видите ли, нельзя, потому что он сочинский мясокомбинат. Вот теперь все будут знать в Якутии, что есть сочинский мясокомбинат, даже не все сочинцы про это знают. И меня просто выгнали. Вот я не сразу поняла, что на меня, во-первых, кричат с другого конца. Это был, кстати, магнит. Вот девушка, кассир, продавец, давала мне очень ясно понять, что мне надо выйти, потому что 10 минут до открытия. Это только один пример. В хостеле в одном из, и причем это был не администратор, не наемный персонал, скорее всего, был владелец сама. Она мне спросила, назовите ваш хостел, откуда вы пришли. Я говорю, а зачем вам? Ну, это как бы немножко конфиденциальная информация. Она говорит, хочу понять ваш уровень. Я такая, простите, что понять? Мой уровень? Я говорю, понятно, мне не сюда, до свидания. Вот так вот. Такие вот случаи бывают. Но мне даже это как бы нравится, потому что ты не привыкаешь к одной картинке мира.
а у тебя тут срыв шаблона, срыв шаблона, срыв шаблона, и ты такой класс, такой свежий, ходишь бодрячком. Да, ну и тут по ценам дороже в целом жить, это похоже на Москву, но при этом я поняла, что в Москве я все равно больше денег трачу, не знаю, может там какое-то развитое потребительство какое-то, и ты хочешь там в кино сходить, там вот это столько-то денег, там в метро доехать, там трум-трум, и все сразу как-то быстро получается больше, а тут я трачу меньше. А тут ты из окна можешь такое кино увидеть, такая природа, такой воздух. Я, в принципе, не дошла еще до кино, я все это горы, море, там, природа, Пока не насмотрелась. пешком, да, потом, может, когда-нибудь дойду до уровня кино, и тогда окажется, что я столько же трачу. Не знаю. Ясно. В Якутске, мне кажется, сложнее в разы себя проявить как-то. В Якутске еще помимо того, что такая зарплата, у нее разная там была зарплата, достаточно хорошая, там, особенно когда я была менеджером по продажам, в сезон, там, допустим, перед Новым годом, самый сладкий, но это нестабильно. И даже там у меня не было понимания, как мне расти и свою зарплату повышать. Там, ну, как бы, помимо того, ну, это везде, да, что там через связи, про твои социальные контакты с людьми, но при этом мы как-то по-другому очень мыслим. Ну, я имею в виду я и человек, допустим, которые мои руководители были, и ну, никто из них не был заинтересован в моем продвижении. Как бы. Ян, если зашел вопрос про зарплаты, сколько ты сейчас получаешь? Ну, конкретно сумму я не могу сказать, что это конфиденциальная информация. В принципе, мы по контракту, по договору не должны ее разглашать. Могу сказать, что это больше 100 тысяч рублей. Но для Москвы это не ну, вот в Якутске, если бы ты столько получала, или я, да, я бы думала, о, господи, там, не знаю, чуть ли не олигарх. В Москве это чуть выше среднего, на самом деле. Ну, если смотреть на мои запросы. Нет, не то, как я привыкла, на мой образ жизни, на стиль. Вот. Но могу сказать, что когда я начинала онлайн, удаленно работала долго, у меня зарплата была 30 тысяч, вот, первый месяц испытательный. Потом... В Москве? Да, я тогда жила в Москве, но потом я уехала оттуда, в Питере пожила. И у меня постепенно, ну, так, с определенным шагом растет зарплата, но это не просто так, да, там просто какое-то время прошло, потому что я на себя больше беру задач, ответственности, я справляюсь, и руководитель мне сразу на первом собеседовании дал понять, что вот сколько ты ценностей компании приносишь, столько ты будешь пропорционально получать. И мне сразу было понятно, что берешь больше задач, ответственности, то люди готовы тебе ее давать. Вот, поэтому меня это, в принципе, устраивает. И я понимаю, что текущая моя зарплата тоже не потолок. И она тоже будет, мы это проговариваем, периодически возвращаемся к этому вопросу, когда мне становится больше проектов, людей. Ян, расскажи, пожалуйста, была ли ты закомплексованной когда-то? Мне кажется, да. И, возможно, даже сильно. Ну, у меня просто, в принципе, история такая непростая. Я в 2 года переехала из Чарапчи, говорила только на якутском языке. Была, наверное, одним смуглым якутенком в группе русских ребят. Но там были другие девочки, по-моему, ну и мальчики якуты, но я какая-то была белая ворона, у меня еще косоглазие тогда было. И мне 2 года, ты же не помнишь. Во-первых, 2 года я говорила совершенно на другом языке. Приехала, мама мне говорит, что я год или полгода молчала, вообще не общалась. Не представляешь, это такой шок. Во-вторых, у меня родители, за что им большое спасибо, положили меня в какую-то очередь. Не в очередь положили, а, в общем, мне досталась какая-то квота государственная, и мне исправляли глаза. И, получается, у меня операции были раз в полгода, ну, с какой-то периодичностью, и я вот после них ходила с белым такой наклейкой. Мне нельзя было трогать, потому что нельзя было плакать, ну, для глаз, напряжение, все дела. Ну, и получается, что обижать меня нельзя, играть со мной дети не хотят, ну, потому что уже такая сложилась картина, да, я год же молчала. Ну, я была вот ребенком, который сам по себе играет, который не хочет идти в садик, мама со мной каждое утро, не знаю, как боролась. Ну, я, наверное, плюс-минус была послушная ребенка, я не знаю, может быть и нет. Но мама говорила, что ей достаточно сложно было меня туда отправлять. А ты помнишь этот период? Обрывками. Я помню, у меня сестра была, она уже хорошо говорила по-русски почему-то, и она мне говорила, стой здесь, я пойду там поиграю с Асей, а потом вернусь. И я такая смотрю, она уходит, там лазит, такая деловая, она всегда деловая была, она всегда любила поуправлять. Вот.
У нее были друзья, у меня долго не было. У меня первая подруга появилась в классе во втором, когда, получается, я с той же группы пошла первый класс, он был какой-то гимнастический, а так как меня нельзя было трогать, и меня и воспитатели не трогали. И когда я поднимала руку, я очень хорошо помню, что они спрашивали, какие животные живут в лесу, и все перечисляли. И я хотела сказать волки, волки, никто не говорил, но меня даже не спрашивали. И я помню, что весь первый год для меня был большим стрессом, потому что я прям сидела, плакала на уроке, потому что я не понимала, что нужно делать вообще. Почему все сидят, раскрашивают там слога зеленым, там красным, синим, пишут что-то, они все время были кол, бат, 3, это было прям чуть ли не для меня не эквивалентно пятерки. Вот. И мне повезло с преподавателем, который взял меня в класс, ну как он считался для отсталых детей. Но преподаватель был очень хороший, Татьяна Кирилловна зовут. И, в принципе, я закончила этот класс с пятерками, поступила в гимназию. Ну, вот так что комплексы у меня определенно были. И, возможно, есть, но сейчас уже намного получше. Как стать увереннее в себе? Вот ты человек, который прошел путь от аутсайдера. Белой вороны. Да-да, аутсайдера. Клеймит меня. Ну, от человека, который испытывал трудности с коммуникацией, с социализацией. Окей. Ну, как стать увереннее? Ну, это просто метод проб и ошибок, наверное. И прежде всего твое искреннее желание, ну, и действия делать. У меня, я оказывается, особенно хорошо поняла в этом году, до меня дошло на 27 лет жизни, что вот эта вот неуверенность в себе и сомнения, они забирают очень большой ресурс твоего, не знаю, пространства в твоем мышлении и расходует очень много энергии. Просто у меня такой случай произошел, я пошла учиться, ну, совершенно неожиданно, но на желанную учебу, контент-продюсер в нетологии, это университет онлайн-профессии называется. И обучение длилось полгода, это была профессиональная переподготовка. Вот. И все государственно, там, с дипломчиком, который мне надо еще забрать. И получается, мне нужно было сделать проект, защитить его перед комиссией. Такое возвращение в университет и прочие обучающие штуки. И я очень много сомневалась. Я прям чуть ли не в тот день, когда мне нужно было ехать, я чуть ли не развернулась там, думала, сейчас бегу, все, ну все плохо. Вот я шла с ощущением, что, ну, типа, для галочки сделаю. Потом я уже встала от всего это сама эмоционально, и подумала, да господи, я уже надоела, хочу, чтобы это закончилось, и раз я уже столько вложилась, пойду и даже расскажу. И в итоге мне поставили пятерку, и сейчас мне говорят, что вот, ребята, которые там учатся, мои знакомые, да, которые, я спрашиваю всегда, как у них там все происходит, они мне говорят, твой легендарный там проект. Я такая, что легендарный? И они так прям восторгались, в комиссии. Я подумала, нахрена я столько времени потратила на сомнения, понимаешь? Столько ресурсов съела и просто вот как пример. Ну, это, наверное, вот ошибки и опыт. Осознавать надо. Здорово. Возвращаться. Ага. Не переживать, понимать, что... Работа над собой самая сложная, да? Да, это бесконечный процесс, но он увлекательный. На кого ты ориентируешься в жизни? Есть ли какие-то личности, которые тебя вдохновляют, на которых... Да, у меня есть. В детстве у меня такая ролевая, да, модель. Меня бесконечно восхищал мой дедушка, который был агрономом, директором в школе. В честь него в Чарапче названа улица. Но для меня это просто как это в честь тебя называют улица Ермолаева. Он делал какие-то совершенно необычные штуки, которые для меня даже казались какой-то фантастикой или сказкой. Допустим, он выращивал там малину в Чарапче, какие-то там лимоны, ну, какие-то такие экзотичные штуки в теплицах. Он оставил там в школе-интернат, появился вот свой большой палисадник. Ну, в общем, они там выращивают разные с тех времен. Но, возможно, я ошибаюсь. Может, я так запомнила этот факт, как мне было удобно. Вот, и сейчас у меня это в основном девушки, которые успешны и в жизни, и в реализации себя через какое-то дело или проект. И я вот так поняла, что слежу периодически, какие-то упражнения же делаешь, там говорят в разных подходах, что нужно смотреть, кто тебя цепляет, и постараться понять, что там общее. Ну, то есть ты ценности выявляешь, понимаешь, что тот человек тебе близок.
Вот. Можешь назвать кого-нибудь? Девушка, могу назвать, это вот Галия Берникова, она начинала как фотограф, потом стала самым высокооплачиваемым фотографом, потом занималась разными бизнесами, и сейчас у нее их штук 8, по-моему, на текущий момент. То есть у нее есть международная школа, самая большая в мире. Есть Чему учат? фотошкола. Она вот фотографом была, она сделала курсы. И у нее представительства, по-моему, открылись в Европе, в том числе, в Барселоне, по-моему. Ну, не знаю точно, немножко упустила детали. Она занимается развитием вот, среды для девушек успешных, предпринимателей девушек. У нее есть свои авторские курсы, онлайн-школа, там, кондитерская крупа. Вот, короче, очень разносторонний проект, и она живет очень... Ну, вот ее стиль, образ жизни мне импонирует. Она вот много тоже путешествует, она счастлива в личных отношениях. И, в принципе, ну, она же еще фотограф, она все это визуально красиво показывает. Яна, поскольку ты работаешь в Skyeng, ты сама хорошо владеешь английским? На достаточном уровне. Мне уровень сейчас текущий, сама учусь в школе, и я понимаю, насколько это разные вещи, когда ты учишь сам по себе, когда у тебя есть такой проводник в мир английского, который видит со стороны, тебя направляет постоянно. Какой у тебя уровень? Сейчас upper intermediate. Это Upper. я заканчиваю, когда я вот закончу, мне будет там low advance. Ну, то есть я прям очень хочу получить эту корочку, что у меня advance такой спустя там 12 лет изучения языка. Расскажи, когда ты заговорила на английском? Ну, как получилось, до первого, курса в университете у меня не было вообще ни разу желания учить английский. Мне не очень повезло с учителями, или у меня не было какого-то эмоционального контакта. В общем, мне учителя не продали идею, насколько это классно знать английский, и насколько это открывает и расширяет, ну, расширяет картину мира, открывает кучу возможностей на самом деле. И я даже саботировала этот процесс, потому что я не любила учителя в школе. И прям назло не делала домашки, там, перечила, сидела, хамила на уроках. Даже немножко стыдно. Желание появилось тогда, на первом курсе, когда я увидела вывеску программы Work and Travel USA. И для меня это было таким шоком, что вот это настолько реально. Вот там была фотография студента, который прыгает на фоне вот статуи свободы, и там еще океан. И картинка, она, знаешь, не такая гламурная, не как кино, а вот такая реалистичная, как фотки делаешь. Я понимаю, что вот мозг такой срабатывает, это правда, ты можешь. Я сначала сама не очень верила, но у меня вот появилось это желание, я начала так издалека готовиться и пошла... сначала занималась сама по учебникам каким-то. Ну ладно, если вспомнить точно, то в 10-11 классе мне заложили хорошую базу английского в республиканской школе-интернат. Особенно вот хорошо прогнали вот все времена разом, ну прям пошли там первое, второе, третье время, там отрабатывали все эти упражнения, очень много писали от руки, ну такой старый академический подход, который сработал, если это делать. Вот и заложилась база, потом в университете то, что был английский, это так, ну мы читали кучу технических текстов, мне только небольшого там вокабуляра, активного, да, ничего не дало особо. Ну, может быть, немножко перевод, но это тоже не то, когда нужно говорить-то, а не переводить на самом деле. И сначала занималась по учебникам самостоятельно. Я книги люблю, у меня есть такой, как это, задротское, котик-задротик во мне тоже живет. И я периодически беру, начинаю что-то писать от руки. Потом я пошла уже тогда активно появилась, волна была, когда у всех появлялся и ноутбуки. Искала там LifeMochi был популярен, FanPals, когда ты мог переписываться с иностранцами. Какой-то период был Ешка, этой старой программы. И потом уже там Lingvaleo появился, вот этот вот, первый, по-моему, ласточка был, самостоятельное изучение. И вот действительно помогала и работала, но не так, наверное, эффективно, как если бы я, наверное, могла себе позволить быть учителя. А потом что случилось? Случилось English First. Просто это спасибо. Это школа международного уровня, которая открыта, не знаю, там от Австралии до Америки. У них есть, точно в городах миллионников офисы, и в Якутске тоже есть. Они занимаются, помимо того, что открывают локальную школу там, определенного масштаба, дизайна и прочих курсов, так и отправляют за рубеж.
И так как я была, я училась на Новосибирске по линии вот, Министерства образования, то тогда еще был департаментом, и была такая возможность съездить на языковую стажировку в Сингапур. Ну, то есть там страны менялись каждый год. Была Англия, там Малайзия. И я вот попала, когда был Сингапур. И я тогда даже не знала, что за страна такая. Вообще такая деревня, не могу, село, поселок Хандыга. Я не знала, что это вот страна, которая просто взрывает там всю Азию, которая там самым к высокоразвитым относится, что у нее там такая история за 40 лет, просто переворот был колоссальный, технологический в том числе. Вот. Для того, чтобы туда поехать, нужно было хорошо учиться, быть активным в общественной жизни, пройти там кучу купон, типа собрать там справки. Я подавалась каждый раз, когда была такая возможность, в этот раз мне повезло. И на 2 недели просто тебя отправляют в Сингапур. Через сингапурские одни из самых дорогих авиалиний. Просто наш, чтобы понимали, да, оплачивают курс. И English First это очень дорогое удовольствие. Ну, особенно для той меня это было дорого, прям недостижимо. Оплачивают проживание, оплачивают завтраки, ужины. Ну просто, я не знаю, я с собой взяла 30 тысяч, 15 которых, наверное, потратила на подарки. Ну, себе и родителям. 15 тысяч на развлечения. Ну и там какие-то транспорт там такое. И просто приезжаешь в Сингапур. Там сказка начинается от авиалиний. Там такие стюардессы, такая вкусная еда, такой сервис. Ты едешь там вот эти вот, когда не очень было распространено, или я просто не летала, знаешь, вот международными классами, когда у тебя там свой персональный экран, фильм ты можешь включать игры, вот такой, вау, господи. Потом выходишь, и там совершенно другой климат, вот эти пальмы, и там такой размах в Сингапуре, там просто такие дороги, ну там все так чисто, вообще супер чисто, не знаю, чище, наверное, нигде нет. И такое разное, там есть, допустим, центр финансовый, ну, такой хай-тек, ну, не знаю, как небоскреб, ну, такой мини-Америка, да, такой какой-то дух. А есть вообще там Чайна-таун, и прям там реально вот Чайна-таун, не притянутый китайский рынок, как бы в Якутске, да, а прям аутентично, там арабские аутлуки, вот куча всего такого. И вот, получается, 2 недели я училась в English First в Сингапуре, а там как бы с этим очень строго. То есть ты не придешь на определенное количество занятий, не явишься, тебе сертификат не дают. И мы, оказывается, в конце сдавали серф. Я только потом поняла, что это за экзамен. И я сдала его на pre-intermediate. И мне такой кайф был учиться. Просто вот эта книга их, занятия, группа. Даже несмотря на то, что мы поехали вот, куча студентов из разных городов, центровузников, мы тусовались, общались с собой, но при этом мы тут, ну, то есть если бы я поехала одна изолированно, я как бы было, не знаю, там 100 раз больше, наверное. Но даже тогда это дало эффект такой хороший, тоже такой пинок. Вот, после этого, получается, я уже поехала в Америку со второй попытки. Я работала хаускипером в Что это значит? Кром Плаза. Это отель их стоит в Нью-Йорке. Там один дом снимали, второй. Нет, я не там работала, но просто это одна сеть, чтобы ты понимал уровень отеля. Что за кроукипер это кто? Хаускипер это горничная в номерах. Да, такая черная, неблагодарная мигрантская работа, но зато есть возможность посмотреть на совершенно другую жизнь. Так здорово. Пожить вот этой жизнью, как это, мексиканцев приезжих, но американских как бы. Вот. Я была там 3,5 месяца. Но при этом я там общалась тоже с русскими ребятами, с украинцами. Было достаточно сложно понимать американцев, потому что у них такой... Господи, я жила как штат Монтана. У них такой там... Говорок? Говорок, да, как-то акцент. Ну, просто как Дональд Даки все разговаривает. Дональд Дак, оказывается, говорит что-то членораздельное. Он реально говорит. Вот я его никогда не понимала. Только иногда. С какими-то всплесками. И вот то же самое было для меня там. В Монтане? Да. И главное, я потом поехала в другие города, там Лос-Анджелес, Лас-Вегас, а там нормально люди говорят, членораздельно, понятно. А тут прям мучение было. И, ну, тут, получается, прокачала аудирование? Да, ну, потому что you have to, надо, приходится, да. А после уже самый большой скачок, именно когда я заговорила сама, свободно, и вот это у меня осталось с тех пор. Я месяц волонтерила в Италии, поехала туда совершенно одна в глушь
север и общалась месяц только на английском, и вот это было самым таким сильным бустом. Здорово. И он вытащил из моей головы вот весь неактивный пассив, который был там, фразы, все слова там, вот. С тех пор эта база осталась. Здорово. Ну, это, в принципе, работа нескольких лет. Ну, язык — это про образ жизни, это, знаешь, как спорт, начать и не останавливаться, иначе, ну, то есть зачем идти, чтобы остановиться. Все, ты меня вдохновила.